Здравствуйте, дорогие слушатели! Меня зовут Маргарита Васильева, я являюсь студенткой 4-го курса Башкирского государственного педагогического университета имени Мифтахиддина Акмуллы, Института филологического образования и межкультурных коммуникаций. Мое направление называется «Педагогическое образование, английский язык и русский язык как иностранный». Несложно догадаться по названию моего направления, что в будущем я буду работать либо педагогом английского языка, либо педагогом русского языка как иностранного, а может быть педагогом сразу обоих языков. Направление моей специальности новое, очень интересное. Моя группа является первой группой, которая обучается на данный момент по данному направлению, и мы в будущем учебном году станем первыми выпускниками, я надеюсь, которые получат дипломы этого направления. Специальность у нас безумно интересная. Помимо довольно глубокой теоретической базы, мы получаем огромное количество различной практической подготовки. То есть, например, мы посещаем школы, смотрим, как работают уже практикующие профессионалы, учителя на своих уроках, можем что-то записывать, делать для себя какие-то выводы. Также в рамках практики мы посещаем школы сами как учителя английского языка на данный момент. Также в рамках практики, опять же, мы посещаем подготовительный факультет нашего университета, где обучаются иностранцы, которые в будущем хотят получать образование на русском языке в нашем университете или в других университетах. И мы помогаем им с изучением русского языка, ну а также практикуем себя как будущих преподавателей. И я считаю, что это замечательно, потому что за те 4 года, что в университете обучаюсь я, у нас постоянно, абсолютно постоянно в моей группе была возможность подойти к кому-либо из преподавателей нашей кафедры, показать свой подготовленный урок, сказать, что я хочу провести этот урок, могли бы вы мне помочь. С вами обязательно согласуют расписание, предложат провести урок, дадут какие-то методические рекомендации, вы сможете свой урок опробировать, посмотреть, что работает, что не работает, и таким образом проверить его на практике. В этой ситуации выигрывают все, и иностранцы, для которых всегда радость, когда студенты приходят к ним вести занятия, и для нас, потому что мы получаем бесценный опыт работы. Ну и я надеюсь, что благодаря этому, благодаря тому, что мы постоянно работаем в связке, теория-практика, в будущем, в 2022 году, мы станем замечательными молодыми специалистами, выпускниками, которые уже готовы вовсю работать на практике. Также хотелось бы добавить, что в этом году на нашей специальности открываются бюджетные места, то есть если до этого все студенты, включая меня, обучались на коммерческой основе, то со следующего 2021 учебного года студенты смогут обучаться на бюджетной основе, будут бюджетные места. Я считаю, что это большой плюс, мы все этому очень рады, потому что мы бы очень хотели, чтобы больше ребят обучалось на нашем направлении, и больше хороших преподавателей русского языка как иностранного, а также английского языка в будущем выпускались из нашего университета. Студенты, которые обучаются на коммерческой основе при хорошей успеваемости, имеют довольно неплохие скидки на обучение, поэтому этот вариант тоже рассматривайте. Те студенты, которые обучаются на бюджетной основе, могут получать хорошую стипендию, причем это не только просто академическая стипендия, но также и дополнительные виды стипендий, например, стипендия за активную творческую деятельность, спортивную деятельность, также за учебную деятельность, например, если вы любите заниматься наукой и писать исследования, все, абсолютно все в нашем университете поощряется. Для студентов, которые приедут к нам из других городов, абсолютно для всех есть места в общежитии, поэтому это не проблема, вам не придется жить у родственников, друзей или где-то у знакомых, снимать квартиру, место в общежитии для вас обязательно найдется. Так что рассмотрите обязательно вариант поступления в наш университет. Помимо того, что я являюсь студенткой 4-го курса нашего университета, я также являюсь волонтером международной программы «Послы русского языка в мире». Чем же занимается наша программа? Мы занимаемся тем, что выезжаем в отдаленные уголки нашей Родины, а также в страны дальнего и ближнего зарубежья и помогаем студентам и школьникам, также некоторым взрослым с изучением русского языка. Для кого-то это русский язык как неродной, для кого-то это русский язык как иностранный. Кроме того, в различных международных детских центрах, например, в Артеке, Орленке или в Океане, это довольно часто бывают дети наших соотечественников, то есть те дети, родители которых являются носителями русского языка, но сами они проживают в иноязычной среде, у них нет возможности постоянно говорить на русском языке, поэтому они испытывают некоторые трудности и приезжают в такие центры, где мы работаем с ними, помогаем им с изучением русского языка. Но мы не просто проводим
какие-то лекции, теоретические занятия, потом практические занятия, где отрабатываем грамматические навыки. Нет, ни в коем случае. Мы работаем в интерактивном формате. То есть мы занимаемся тем, что ставим театральные постановки, разучиваем песни, ставим танцы, играем в русские народные игры, показываем им, что русский язык — это может быть интересно, и что язык можно выучить, используя интерактивные методики. И в основном одна экспедиция длится 2 недели. За это время нам удается замотивировать ребят на дальнейшее изучение русского языка, и в дальнейшем они изучают его самостоятельно. Например, у меня есть личный мой пример, когда 2 года назад я работала в Артеке с ребятами А0, те, кто вообще не говорят по-русски, и вот в прошлом году я узнала, что один из этих ребят поступает в Российский университет и сдает русский язык на уровне B1. То есть он настолько замотивировался, очень хорошо начал подготавливаться к экзамену и в будущем уже поступает в университет в России. Это очень здорово, это очень мотивирует меня, очень мотивирует, мне кажется, всех, кто знает об этой истории, поэтому всем советую присоединяться в будущем к этой программе тоже. Наш университет является опорным вузом в Башкирии, опорной площадкой, то есть мы занимаемся организацией просветительских экспедиций в Башкирии, а основным организатором программы является Институт русского языка имени Александра Сергеевича Пушкина, который находится в Москве. Он предоставляет основную методическую поддержку и вообще полную поддержку этого проекта, организует его. Также я являюсь одним из организаторов нашего республиканского проекта «Волонтеры родных языков», который направлен на сохранение, поддержку, развитие, популяризацию родных языков Республики Башкортостан. На данный момент, с 2019 года, мы работаем в 3 направлениях. Это башкирский язык, татарский язык и русский язык. Я представляю направление русский язык. Мы занимаемся тем, что выезжаем в различные районы нашей республики, в национальные школы, и проводим там занятия, которые как раз направлены на популяризацию родных языков. Мы проводим квесты, мастер-классы, через которые школьники также приобщаются к языкам, понимают, что это не просто предмет, который они проходят в аудитории, что язык — это намного больше. Я как преподаватель русского языка хотела бы сказать, что язык — это действительно больше, язык — это культура, язык находит свое отражение в культуре, и наоборот, это все очень сильно взаимосвязано, поэтому такие занятия, как правило, помогают это понять, помогают понять, что языки — это не просто написание ЕГЭ, ОГЭ и сочинения, а также диктанты и какие-то задания грамматические, что нет, что это намного больше, интереснее, и, как правило, нам потом приходят комментарии, какие-то очень хорошие отзывы, которые мотивируют и нас, и ребят самих, это очень здорово, мы получаем все от этого исключительно положительные эмоции, поэтому приглашаю вас всех не только поступать в наш университет, но и также приобщаться к нашим программам, тоже становиться волонтерами родных языков, послами русского языка, мы всегда очень рады видеть новых людей в наших рядах. Ну а сейчас я бы хотела как раз показать вам небольшой кусочек своего урока интерактивного. Этот урок будет посвящен диалектам. Мы с вами пропустим теоретическую часть, буквально немного оставим и будем непосредственно больше играть. Итак, первый вопрос у меня к вам. Что же такое диалекты? Подумайте сейчас в своей голове, попробуйте сгенерировать ответ на этот вопрос. И давайте его проверим. Диалект — это разновидность языка, который употребляется как средство общения между людьми, связанными между собой одной территорией. Но я надеюсь, что все правильно ответили на этот вопрос, да, что вы все представляете, что такое диалекты. Но нужно понимать одну очень важную вещь, что диалектизмы, то есть диалектные слова, они не являются литературной нормой. То есть, например, если вы пишете сочинение и хотите привести какой-то пример, если это только не цитата, а именно ваш конкретный пример, то диалекты использовать не стоит. Там слова типа «айда» и так далее, они не будут уместны. Да, в речи писателей, которые пишут художественные произведения, диалекты помогают разнообразить произведение, сделать текст более объемным, показать нам какие-то особенности героев, но в официальной речи или в каких-то документах нормативных диалектизмами пользоваться не стоит. Ну а сейчас перейдем непосредственно к игре. Итак, перед вами на экране будут появляться некоторые слова, например, таранка. Я буду давать вам, давайте договоримся, 15 секунд.
За это время вам нужно будет написать на листе бумаги или где-нибудь, например, у себя в записках, в телефоне, да, в заметках, попытаться, по крайней мере, написать определение к этому слову. Как вы думаете, что такое таранка? Итак, таранка – это рыба семейства карповых, вобла, южный регион. Выглядит она примерно вот так. Я надеюсь, что правила нашей игры понятны. Ну и давайте, это у нас был тестовый раунд. Сейчас начнем серьезно пытаться воспроизвести все определения. И первое слово – это виходка. Время пошло. Итак, проверяем. Виходка – это пучок каких-либо волокон или мочал, употребляемых для мытья и стирания грязи. Она же мочалка. Используется этот диалект в Сибири. Если у вас есть друзья из Сибири, поспрашивайте, вам действительно скажут про существование такого слова. Следующее слово – тремпель. Время пошло. Записываем свои определения. Итак, проверяем. Тремпель – это приспособление для развешивания одежды, она же вешалка. Используется в южных регионах, например, в Краснодарском крае и где-то поближе. Следующее слово – мультифора. Не знаю, слышали вы его или нет, я впервые с ним столкнулась 3 года назад, была очень удивлена. И мультифора – это прозрачная папка для бумаг, файл. Используется в Сибири. Следующее слово – жердёлы. Здесь может быть вообще неожиданный ответ для кого-то. И жердёл – это фрукт, плод абрикоса обыкновенного, он же абрикос. Также используется в южных регионах. Чебак. Чебак – это рыба, представитель рода лещей, он же лещ, используется в Сибири. Чифанька. Вот это слово, оно отлично отражает то, что обозначает. Я потом дам свой комментарий. Может быть, кто-то из вас даже знает. Чифанька – это кафе в Приморском крае. Тут я дам небольшой комментарий, потому что знакома с этим. Дело в том, что чифан – это употреблять пищу, есть на китайском языке, и поэтому я так понимаю, что китайцы, которые открывали в Приморском крае свои кафе, они, может быть, общались между собой, и так русскоязычные жители этого края подхватили его и преобразовали в русское слово, в русский диалект чифанька. Идем дальше. Гача. Вот, я уже подсказала. Ну и раз уж я подсказала, берем следующее слово. Помощипа. Помощип – это вежливое обращение при просьбе, то есть «пожалуйста», используется на Крайнем Севере. Свороток. Это очень легко, я думаю. И свороток – это обозначение поворота, используется на Алтае.
Растыка. Возможно, вам удастся догадаться. Растыка — это неуклюжий человек, используется в Волгограде. Блондить. Подсказка, это не от слова блондинка. Блондить значит быть свободным от какого-либо дела, бездельничать. Я думаю, что многие здесь любят поблондить, но это, кстати, полезно для здоровья. Нижегородская область. Актировка. Возможно, это слово вам знакомо. Актировка — это отмена уроков или работы учреждений из-за плохой погоды, как правило, сильного мороза на крайнем севере. То есть, когда минус 35 у нас бывает, отменяют уроки, разрешают не приходить, это актировка. Ну что, это было последнее слово в нашей викторине. Я надеюсь, что вам понравилось, что вы замотивировались изучением русского языка, изучением диалектов, а также вы захотите поступить в наш университет и стать участниками наших волонтерских программ. Очень-очень вас ждем. Спасибо за внимание.